Добрый вечер, вы смотрите Якутия Лайв, с вами Ирина Ефимова. Уже завтра в стране прозвенит первый звонок. Именно он пригласит учеников за парты и ознаменует начало нового учебного года в стране и в регионе. Первоклассники волнуются, а те, кто пойдет в школу не впервые, заметно подросли и соскучились по своим друзьям за долгие летние каникулы. Учителя входят в рабочий график, а родители морально готовятся к выполнению домашних заданий и походам в кружки. И сегодня в гостях у Якутия Лайв человек, который отвечает не только за сферу образования, но за человеческий капитал в целом, заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия Сергей Местников. Добрый вечер, Сергей Васильевич. Добрый вечер. Ну, давайте сначала ответим на самый главный вопрос, который волнует всех. Завтра ребята пойдут в школу и проведут 1 сентября в традиционной форме или как? Будет первый звонок, цветы? Действительно, завтра очень волнительный день. У нас в стране начинается День знаний, и наши детишки, особенно первоклассники, очень волнуются начать учебный процесс. Для этого у нас в республике все готово. Достаточно большая работа проделана со стороны правительства и Министерства образования. И на местах, конечно же, сами директорами школ, учителями по началу учебного года. В отличие от прошлого года, мы учебный сезон и 1 сентября будем проводить в традиционном формате, то есть с посещением школы. Дети будут приходить и учиться в классах, общаться со своими сверстниками, с учителями и так далее. Это очень важный момент, потому что, несмотря на никакие трудности, мы продолжаем обучение в традиционном формате с посещением школы. Конечно же, те же правила посещения школы, мероприятия по ограничению, они сохраняются в целях снижения риска заболеваемости среди детей и среди работников, поэтому уже масочный режим, обработка рук, обработка помещений, социальное дистанцирование, температурный режим, все это, рециркуляторы и так далее, они все будут применяться во всех абсолютно образовательных учреждениях, и в детских садах, и в школах. При этом, конечно же, мы уделяем особое внимание и на вакцинацию педработников. Поэтому завтра, 1 сентября, мы все будем поздравлять наших школьников, учителей с началом учебного сезона. Но это, видимо, все-таки на усмотрение школ, да? Потому что вот у меня дочка пойдет в 6 класс, им сказали, что линейка будет в Зуме. Ну, местами, не повсеместно, но есть определенные школы, которые ввели ограничения не во всех классах, а для первых классов, допустим. Да, либо, наоборот, есть школы, где ввели дистанционную форму для старшеклассников, а наоборот приглашают детишек на 1 класс. Ну, чтобы они не лишились праздника, да, чтобы запомнился. Да. Это особенно в таких больших школах, где наполняемость классов очень большая и есть двухсменное образование. А я хочу напомнить телезрителям, что мы работаем в прямом эфире, и задать вопрос гостю программы можно, позвонив в студию по телефону 8 41 12 42 14 39 или отправить сообщение на номер горячей линии в мессенджере WhatsApp по номеру 8 914 235 0502. Сергей Васильевич, вот вы начали говорить, что особое внимание было уделено вакцинации педагогов. То есть действительно там прям 100% все привились? Ну, не 100%, конечно. Работа эта велась еще с начала этого года. Как только у нас вакцина появилась, мы, особенно в сфере образования, начали эту работу. И сегодня наш показатель вакцинации среди учителей составляет 78%. Это достаточно высокий процент. При этом, значит, это только те учителя, которые получили 2 компонента вакцины, 78%. И, конечно же, это не предел, и поэтому мы стремимся к тому, чтобы 100% обеспечить вакцинацию работников образования во всех уровнях. Для чего это важно? Это важно прежде всего для того, чтобы наши дети нормально учились традиционно, с посещением школы. Это важно для здоровья наших детей и учителей. Чем больше мы вакцинацию проведем, тем меньше и вообще не будет заболеваний в школьной среде. Поэтому на этот вопрос мы уделяем достаточно большое внимание. Ну и, конечно же, точечно работаем по некоторым муниципальным районам, где, на наш взгляд, вакцинация идет не так уж активно. Ну, к примеру, если назвать в Жатайском округе и в Минском районе вакцинация работников в сфере образования, она ниже 70%.
67-68. Если в целом по республике 78%, то там ниже 70%. Поэтому мы надеемся, что все-таки это работа будет проведена, и в ближайшее время мы обеспечим должный уровень вакцинации в этих районах. А непривитые учителя, они будут онлайн вести, да, уроки, они не допускаются до занятий? Ну, вот мы говорим, 78 это привитые двумя компонентами. Помимо этого, конечно же, есть учителя, которые... Не успели второй компонент просто поставить, уже получили и первый. еще есть та категория, которая переболела в течение 6 месяцев, и им противопоказано применять Ну, у них просто вакцину. иммунитет есть? Иммунитет приобретенный есть, поэтому они также будут работать. Но надеемся, что мы все-таки преодолеем этот барьер и обеспечим должный уровень вакцинации. А сколько, кстати, школьников у нас пойдет учиться в этом году? И сколько Школьников в этом первоклассников? году, на этот учебный год, у нас пойдет 148 600 детей. Если сравнить с прошлым годом, это на 1000 детей больше. То есть у нас ежегодно увеличивается количество детей школьного возраста. Это говорит о демографическом росте в нашей республике. Это говорит о том, что люди, семьи, они, значит, уверены в будущем, и, значит, дети, они у нас прибавляются в школах. Если сравнить динамику за прошедшие 10 лет, за прошедшие 9 лет, то у нас за последние 9 лет прибавилось 10 тысяч школьников. Ну вот примерно по 1000 каждый год Да, они прибавляются. Да, это прибавляется. Конечно же, здесь особую роль играют большие города, особенно город Якутск. Здесь увеличивается ежегодно количество детей за счет не только рождаемости, но и за счет миграции внутри республики. То есть из наших районов, сел Стараются, переезжают. чтобы все-таки, дети пошли в школу в Якутске. Да, в Якутске. Но это на самом деле не так сильно проявляется. Все-таки у нас сохраняется достаточно уровень детей, которые обучаются в сельских школах, и мы должны остановить этот процесс в будущем путем, прежде всего, создания новых мест и в сельской местности. Ну и, то есть, уровень образования в сельской местности тоже, в принципе, высокий, да? Да, достаточно высокий. Мы все время ведь говорим о том, что у всех детей должны быть равные условия стартовые, да, независимо от того, где они живут, в столице или в маленькой деревне. Да, абсолютно верно. И в рамках нашей государственной программы уделяется должное внимание и методическому обеспечению наших сельских школ, и много строится сельских школ в наших муниципальных районах. Буквально в текущем году будет введено по всей республике 13 школ, из них 12 школ это именно в сельской местности. 2 здесь в городе Якутске, а остальные вот в сельской местности. Спасибо. Так, хорошо. А первоклассников ведь тоже количество растет с каждым годом? Соответственно, количество первоклассников тоже растет. Их 16 тысяч у нас первоклассников, которые пойдут нынче впервые в своей жизни учиться в школу. Все мы переживаем за ребят из Бяскёля, как они пойдут в школу, когда вернутся с отдыха. Ну, сейчас они все в лагерях, да, разных. И вот куда они пойдут учиться? В Бердистях? Да, действительно, по решению президента страны Владимира Ильича Путина на обращение главы республики Айсена Сергеевича принято решение об организации отдыха детей из села Бяскёль. И, соответственно, преобладающая часть детей сегодня отдыхает во всероссийских лагерях отдыха. Это в Орленке, в Океане, в Артеке. Буквально завтра отправится последний поток детей на отдых. Из них 50 детей это из села Бяскёль и 20 детей из других населенных пунктов, где была та же такая напряженная ситуация с лесными пожарами. И они вернутся в середине сентября из лагерей и, соответственно, будут обучаться. Значит, где они будут учиться? Они будут учиться преимущественно в своей школе, в селе Бяскёль. Там школа, она не пострадала, она сохранена, и поэтому в этой школе они и будут учиться. Но это правильно, потому что не так просто взять и заменить сферу общения, сферу образования детей.
поэтому в этой школе же будут учиться. Конечно, есть там несколько детишек, которые пойдут учиться в Бердикестянской средней школе с проживанием в интернате, но большая часть детей будет все-таки в своей родной школе учиться. Но также здесь бы хотел отметить, что по поручению главы республики сегодня ведется работа с Министерством просвещения страны для того, чтобы в этом селе появилась новая школа. Буквально с следующего года, я думаю, что мы будем начинать строительство новой школы в селе Бескёль горного Да, района. это прямое поручение президента страны ведь. Да. Школа и многофункциональный центр еще, если я не ошибаюсь. А как они сейчас отдыхают? Вообще, они начнут учиться ведь в лагере уже, да? Потому что, насколько я понимаю, что в Артеке, по крайней мере, точно учебный год начинается, то есть они вот отдыхают эту смену сентябрьскую, и они начинают учиться там же. Конечно же, лагерь — это не только просто отдых, вот лежать и дети отдыхают, это много образовательных программ, да? Они там обучаются по различным предметам, дисциплинам и получают достаточное знание для того, чтобы потом уже приехать и обучаться дальше здесь, в сельской школе. Для наших детей организована этими лагерями отдельная программа, воспитательная, образовательная программа. И вот мы регулярно общаемся с нашими воспитателями, которые сопровождают наших детей, и они очень довольны организацией на месте этой работы со стороны администрации лагеря. А вот как, кстати, дела обстоят с дополнительным образованием? То есть у нас же есть, помимо школ, у нас откроют свои двери также школы искусств, спортивные школы, музыкальные школы. Вот там как с вакцинацией и как с готовностью? Ну, также они входят в всю систему образования, поэтому для них такие же требования и правила они сохраняются, как и в школах и детских садах. Поэтому они должны будут соблюдать все эти требования, дистанцирование, обработки, термометрии и так далее. И, соответственно, работа по вакцинации работников доп. Образования. А вот вообще, по вашему мнению, насколько нужно ответственно подходить к внеклассному воспитанию ребенка? То есть вот есть, знаете, две категории родителей. Одни считают, что ребенка нужно обязательно там, ну, чем-то грузить, помимо школы, во все кружки водить, музыкальная школа, художественная школа, спортивная школа, там вот прямо максимум-максимум. Вот. И родители, которые считают, что ребенок сам выбирал, что там один кружок, другой кружок, то попробовал, это попробовал. Ну, во-первых, надо начать с того, что ребенок должен учиться развиваться не только в классе, не только при обучении конкретного предмета, там, математики, русского языка, но и вне класса. Поэтому дополнительное образование, внеклассная работа – это одна из самых важных составляющих в процессе развития любого ребенка, любой личности. Поэтому как со стороны учителей, так и со стороны родителей должно быть уделено должное внимание во внеклассных работах наших детишек. Что касается набора, сколько времени ребенок должен потратить на это или какие предметы посещать, это здесь универсального подхода нету. Здесь зависит от выбора самого ребенка. Надо прежде всего учитывать желания и потребности самого ребенка и погружать в эту тему. Ребенок сам должен выбрать, какая тема у него интересна, конструктор или, значит, физическое воспитание и культура, либо искусство. Вот на это и нужно направлять ребенка. Но и нужно сказать, что мы знаем в истории России и мира много людей, которые помимо уроков посещали какие-то внеклассные занятия, кружки, и благодаря этому они состоялись как личности и стали лидерами в тех или иных областях. Это и ученые, это и спортсмены, это и работники культуры и искусства. Поэтому внеклассная работа, дополнительное образование детей – это очень важная составляющая в процессе воспитания. А как вы, кстати, относитесь к вундеркиндам, вот, к тем детям, которые проходят школьную программу быстро? Ну вот недавно на всю страну прогремела история про девочку, которая поступила в МГУ. Вот, у нас есть в Якутске школа Алексеевой, да, где были уже такие случаи, когда дети заканчивали там, в 14-12 лет и поступали в университет. Вот как, на ваш взгляд, стоит стараться попасть в такую школу или… Ну, это индивидуальная особенность каждого ребенка, особо одаренного ребенка. И
Может быть, иногда не получается достичь той цели, которая ставилась перед ребенком, по причине того, что неправильно была определена траектория развития. Да? Значит, мы, может быть, ребенка перегрузили какими-то учебными программами и так далее. Или наоборот, ребенку не дали то, что он хочет. И поэтому и не получается, может быть, реализовать те цели, которые родители или ребенок ставит перед этим. Но при правильной постановке программы развития этого ребенка, особенно при индивидуальном подходе, потому что каждый ребенок, он индивидуален, он отличается от своих друзей, сверстников, и при этом, при таком подходе можно, мне кажется, достичь цели развития особо одаренного ребенка и проявления его таланта уже во взрослой жизни. Но понятно, что можно усвоить школьную программу при должном старании там, к 10 или 12 годам. Но насколько можно быть готовы при этом пойти получать высшее образование уже выбирать сразу профессию? Ну да, здесь должно значит, состыковаться несколько аспектов, и сам интеллект, и помимо интеллектуального развития ребенка важна и его физическая готовность к такому перевороту в его жизни, в том, что вот он буквально в 10-летнем возрасте поступит в высшее учебное заведение, и у него сфера совсем другая будет. Да? У него однокурсники — это взрослые почти люди, и это тоже также сильно влияет на психологию, на развитие ребенка. Поэтому это такая сложная достаточно. И у нас есть звонок. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Задавайте ваш вопрос. Алло. Ну что-то сорвался, видимо, вопрос. Насколько сегодня загружены школы в городе Якутске? Вот 35 человек в классе – это нормально или ненормально? Ну, конечно же, здесь у нас в городе Якутске мы уже затронули эту тему, наибольшая концентрация детей в учебных аудиториях, и это на самом деле нормальная ситуация, когда есть двухсменное образование, когда классы переполнены. Поэтому здесь большая работа ведется со стороны правительства республики, и благодаря национальному проекту образования, и благодаря инициативе Айсена Сергеевича участвовать в проекте отбора школ в рамках ВЭБ-РФ, это федеральная новая программа. Мы строим здесь в городе Якутске школы. Вот, к примеру, мы буквально этим летом прошли конкурс и уже получили добро на строительство 3 школ. Здесь в городе 6 школ в рамках проекта ВЭБ-РФ. С вводом эксплуатации 3 школ в следующем году, 3 школ в 2023 году, и еще сейчас участвуем с заявкой на включение 7 наших школ в федеральном проекте, с тем, чтобы в 2024 году у нас появилось еще 7 школ. И я думаю, что мы такими усилиями скоро ликвидируем двухсменное образование, ликвидируем тему такую, которая, как называется, переполненность наших классов, и, соответственно, будет комфортнее детям учиться в школах. И есть ли у нас звонок? Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос, пожалуйста. Семья у нас говорит в основном сейчас на русском языке, но ребенок хорошо знает разговор не якутский. У меня такой вопрос: как нам сохранить родной язык и какие работы ведутся по этому направлению? С города Якутска, я так Да, понимаю, очень звонок. хороший вопрос. Она очень актуальна, особенно в городской среде. И здесь важно, конечно, у ребенка в школьных условиях это общение со сверстниками в основном на русском языке. Но для того, чтобы ребенок говорил на своем родном языке, нужно с ним больше, родителям, общаться со своими детьми на своем родном языке. Да? Зачастую бывает так, что родители, даже которые приехали из районов сюда на постоянное место жительства, общаются, когда ребенок, он приходит со школы, с ним общаются не на своем родном языке, а на русском языке. И тогда ребенок понимает, что ему
подсознательно понимает, что ему нужно общаться со всеми, и с родителями, и в школе, и с друзьями только на русском языке. Поэтому, прежде всего, это ответственность лежит на нас, на родителей, воспитание своих детей и говорить на своем родном языке со своими детьми. И я думаю, что тогда ребенок будет говорить как на русском, так и на русском языке свободно. Это один из таких рецептов, которые я рекомендую всем. Спасибо. Вот я хочу немножко отвлечься от темы школы и затронуть тему среднего профессионального образования, потому что вот сейчас наши ребята находятся на WorldSkills в Уфе, показывают хорошие результаты. Вот кто их готовит и какие прогнозы? Их готовят наши учителя, преподаватели средних учебных заведений. Действительно, наши студенты показывают очень хорошие результаты на этом конкурсе WorldSkills Russia по профессиональным компетенциям. И мы входим в топ-10 лучших регионов по качеству подготовки и по результатам конкурса WorldSkills показывает. Мы заняли вот буквально вот на днях в 2021 году, завоевали 2 золота, значит, 6 бронза. И заняли 10-е место среди регионов России. Я думаю, что это большой успех. Это показывает о мастерстве наших преподавателей, учителей, и это говорит о качестве обучения студентов в наших средних специальных учебных заведениях. Растет каждым годом запрос на обучение детей в СУЗах. Ежегодно конкуренция при поступлении она огромная. Это ничуть не уступает при поступлении на высшее учебное заведение, потому что наши средние специальные учебные заведения, они выпускают очень нужные для нашей экономики специальности. И, как правило, трудоустраиваются наши специалисты в крупных компаниях, во всех сферах, в сфере промышленности, транспорта, дороги, туризма, экономики и так далее. Да, причем бывает так, что даже у людей со средним профессиональным образованием, например, у крановщиков или других рабочих профессий, зарплата зачастую выше, чем у там, экономистов. Это говорит о том, что сегодня экономика нуждается в таких специальностях. Поэтому готова заплатить экономика этим рабочим довольно высокие зарплаты. Но сейчас, то есть, нет такой проблемы, как наполняемость СУЗов, да? Потому что... Нет, абсолютно нет. Абсолютно нет. Да. Но СУЗы тоже начнут 1 сентября очную учебу в этом году. Да. Все учебные заведения и высшие учебные заведения, они начинают обучаться очно, традиционно. Конечно же, не повсеместно. Есть по некоторым вузам, по некоторым специальностям обучение, как, например, первокурсников они приглашают, а старшекурсников они, наоборот, предлагают в первые дни там обучаться. Или наоборот, старшекурсников приглашают на посещение. Все это делается для того, чтобы выполнить требования Роспотребнадзора в целях снижения распространения заболеваемости COVID-19. Вот помимо образования вы курируете также инновации, культуру, спорт. Вот куда бы вы посоветовали отдать мальчика 8 лет, спрашивают зрители из Нерюнгри? В какой спорт? Опять же, значит, здесь универсального ответа нету. Нужно исходить прежде всего из интереса самого ребенка, мальчика, куда он хочет идти, в спорт, искусство, в какой вид искусства. Да? Это самый главный фактор успеха в дальнейшем в этом. И, конечно же, нужно учитывать наличие инфраструктуры в том или ином муниципальном образовании, в том или ином селе, в том или ином городе. Например, если взять в Нерюнгри, хорошая футбольная школа есть, можно отдать ребенка. Да? В горном районе стрелковая школа очень хорошо развита. И поэтому некоторые муниципальные образования, они обладают традиционно сильной системой подготовки детей в тех или иных областях. И поэтому нужно учитывать и в том числе этот фактор. Спасибо. Вот еще есть вопрос на WhatsApp. Невакцинированные от COVID-19 работники школ будут ли отстранены от работы? Мы затрагивали эту тему. Мы говорили про преподавателей, а тут говорится про работников школ, но, видимо, то есть это относится к техническому персоналу, повара, технички.
Мы не делим, на самом деле, требования о соблюдении вакцинации на те категории, как учителя и обслуживающий персонал, потому что они все тем или иным образом общаются, контактируют с детьми. И поэтому требования о необходимости вакцинации всех абсолютно распространяются на всех работников системы образования, начиная от учителей, заканчивая техническим обслуживающим персоналом, поварами, дворниками, уборщицами и так далее. У нас есть еще один звонок. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире. Здорово. Сергей Васильевич, у нас в Улусе приказ был о том, что родители, которые не вакцинированы, дети не пойдут в школу. Это насколько действительно сейчас? А какой улус? Верхний Вилюйск. Спасибо. То есть дети, у которых родители не вакцинированы, не пойдут в школу, это не соответствует действительности. Ни в коем случае такого требования нету и не будет. Мы обучать должны детей всех абсолютно, независимо от того, родители у детей вакцинированы или нет. Поэтому я думаю, что такого требования не будет. Вот еще раз на WhatsApp просят ответить. Школы города Якутска переходят ли на дистанционное обучение? Значит, сейчас мы, как я уже говорил, начинаем 1 сентября, и весь учебный процесс во всех школах республики, в том числе в городе Якутске, в традиционном формате с посещением школы. То есть не дистанционно, а очно? Очно, да. Но при этом, при ухудшении эпидемической ситуации в конкретно взятом населенном пункте, в конкретно взятом муниципальном районе, главы муниципальных образований, и это именно их полномочия, вправе принять решение о переходе на дистанционную форму обучения в целях, опять же, исключения распространения заболеваемости среди населения. Поэтому всегда нужно исходить из конкретно взятой ситуации. Если ситуация в районе или в городе, или в муниципальном, в целом поселении нормальная, то нужно обучаться в традиционном очном формате. А если растет заболеваемость, и она угрожает здоровью наших детей и работников, педагогических работников, то нужно переходить на дистанционную форму обучения до улучшения ситуации. Сергей Алексеевич, смотрите, вот в прошлом году мы все столкнулись с этой проблемой, да, с переходом на дистанционную форму обучения. Слава богу, более-менее как-то нормально учебный год закончили, несмотря на вот эти вот вызовы и условия, которые перед нами стояли. Но все-таки дистанционное образование не дает столько преимуществ, как очное. Да, действительно, мы с вами в прошлом году учились сначала дистанционно, потом перешли на смешанный формат, и потом вообще переходили на очный формат. Исходили из ситуации, опять же, эпидситуации. Что нам показала история с дистанционной формой обучения? Во-первых, нам показало, что мы можем организовать дистанционное образование детей, если это угрожает здоровью наших детей и работников. Причем Якутия была одной из первых, Абсолютно одним верно. из первых Да. регионов Наша вообще. система образования в Якутии, она справилась с этой угрозой, и мы предоставили всем детям образование, качество образования в течение прошедшего учебного года. Об этом было отмечено на уровне правительства Российской Федерации, о том, что 5 регионов справились с этой задачей на 5, в том числе Республика Саха-Якутия. На текущий год, на 21-22 год, мы, конечно, будем извлекать уроки из прошедшего этапа обучения, но дистанционная форма обучения в том числе имеет определенные и плюсы. На самом деле, да, эти плюсы нужно использовать и расширять в будущем, потому что это, во-первых, можно общаться очень, с широким кругом человек одновременно, без каких-либо больших затрат временных и финансовых, и другие плюсы на самом деле не имеется. Но никто не будет и никто не планирует отменить очную форму обучения на традиционный формат. На очную форму обучения на дистанционный формат обучения. Самая эффективная школа – это когда дети посещают школу и общаются с учителями.
Причем вот этот вот переход на дистанционную форму обучения, которую Якутия сделала первой, вот, это получается же обе ваши сферы, то есть это образование и инновации. Инновации, связь, инновации, интернет и так связь, далее. да. Здесь большая работа была проведена в предыдущие годы и со стороны Министерства связи и инноваций, правительством республики в целом в этой сфере, поэтому у нас все школы, учебные программы, они были уже практически готовы на эту форму работы. Давайте вернемся немножко к спорту. Следили ли вы за успехами наших спортсменов на Олимпиаде и Паралимпиаде? Конечно же, я следил за спортсменами на Олимпиаде. Наших, к сожалению, якутских спортсменов не было, но тем не менее следил за сборной команды России и радовался успехам наших спортсменов. А какую помощь оказывают вот спортсменам, которые в Паралимпиаде участвуют со стороны правительства? Ну, со стороны правительства республики здесь помощь, она непосредственная и большая, как для спортсменов, которые участвуют в российских турнирах и в международных соревнованиях, а также в Олимпиаде и в Паралимпиаде. И мы несем финансовую нагрузку на подготовку спортсменов в участие в этих соревнованиях. И, кроме того, идет выплата тем победителям, которые, значит, выиграли тот или иной турнир, соревнования в виде выплаты этим победителям. И чемпионам, и призерам олимпийских и паралимпийских игр выплачиваются разовые выплаты, причем разовые выплаты нашим олимпийским чемпионам и призерам, они больше, чем российские выплаты. И, кроме того, мы в течение жизни спортсмены выплачиваем также пособия, стипендии чемпионам олимпийских и призерам олимпийских и паралимпийских игр. Здорово. У нас есть звонок. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире. Алло, здравствуйте. Задавайте ваш вопрос, пожалуйста, мы вас слушаем. Ага, я вот Покровская Лена Николаевна хотела насчет общеобразовательное учреждение обязано обеспечить безопасность учеников на время их пребывания в школах. Безопасность учеников. Может быть, это вот в связи с последними Да, конечно. событиями в Казани вот, и так далее? Да, Вопрос абсолютно безопасности. правильно. Школа должна быть безопасной для своих школьников, и ребенок не должен думать, кроме образования здесь, в этой школе. И здесь мы ведем работу, во-первых, по систематизации наших требований. Мы получаем установки от федеральных органов государственной власти, от антитеррористической комиссии по установке тех или иных мер предупреждения правонарушений в образовательных учреждениях. Мы имеем план, трехлетний план устранения абсолютно всех нарушений по обеспечению безопасности в образовательных учреждениях. И, соответственно, мы обеспечим все школы республики такими системами предупреждения, в том числе ограждения, система, значит, видеокамер наблюдения, охранная, пожарная сигнализация и так далее. И я думаю, что в течение 3 лет мы эту проблему решим в целом по всей республике. Вот еще на WhatsApp есть вопрос про детсад и школу в микрорайоне Сатал. Решается ли этот вопрос? Вот, как я уже говорил, мы работаем сейчас с проектом ВБРФ. ВБРФ, и там именно да, в Сатале будет? Да, в том числе и по школе Сатал, и в том работаем, ну и по другим пригородам мы уделяем внимание в этом проекте. Вот еще тоже вопрос на WhatsApp, он немножко, наверное, к другому зампреду, про отопление в школах. Усть-Алданский район, почему нельзя с 1 сентября включить отопление, дети мерзнут? Вообще на уровне правительства республики уже было принято решение о том, чтобы все школы подключить к отопительной системе с началом учебного сезона. И по Усть-Алданскому ЛУСу мы в том числе разберемся и уточним. То есть с 1 сентября там должно быть отопление, во всех школах должно быть, в том числе и в Усть-Алданском ЛУСе. Так, ну и насколько охотно вообще идут студенты учиться на учителей? Вот есть у нас нехватка медиков и есть нехватка учителей в сельской местности. Вот как вообще привлечь молодежь в профессию и как привлечь их идти работать на село? И в Арктику в том числе.
Да, подготовка учителей – это на самом деле очень такая серьезная задача, и мы должны обеспечивать нашу сферу учителями, чтобы дальше, значит, развивать систему образования, готовить специалистов. И поэтому мы ежегодно реализуем такой проект, как «Учитель Арктики». Особенно это актуальная тема в арктической зоне нашей республики, когда большая нехватка в наших школах учителей по различным предметам. И сегодня реализуется проект «Учителя Арктики», в рамках которого мы финансируем и проездные расходы наших учителей, и также финансируем их методическое сопровождение в течение 3 лет работы в арктической зоне. То есть мы проводим семинары, повышение квалификации, чтобы они обеспечивали качество образования в арктической зоне. Ну и вот, как я уже говорил, мы несем часть затрат, связанных с переездом и обустройством там на месте. Это для того, чтобы мы ликвидировали такую тему, как нехватка учителей в арктической зоне республики. И вот у меня есть еще вопрос про столетний юбилей автономии, который будем праздновать в следующем году. Какие планы есть по его проведению? Да, мы в следующем году будем отмечать этот юбилей, 100 лет создания Якутской автономии СССР. Еще в 2014 году президент страны Владимир Владимирович Путин подписал указ о праздновании этого юбилея. И мы имеем сегодня федеральный план и план республиканский. В течение всего года будут проведено множество мероприятий. На самом деле эти мероприятия начались еще и раньше, и с прошлого года мы ведем подготовительную работу по подготовке проведения этого праздника. Тут на самом деле хотелось бы отметить, что здесь очень важна вовлеченность жителей республики, каждого жителя республики в это мероприятие. Мы должны самый главный праздник столетия ЯССР должны отметить достаточно организованно, чтобы мы сделали, значит, чтобы все жители региона должны почувствовать этот праздник, и мы по всей России показали наш уровень развития нашей республики, не только в сфере социальной сфере, экономики, промышленности и так далее. Поэтому задача большая. Сегодня работает оргкомитет с подготовкой и проведением мероприятий. Множество социальных проектов реализовывается, строятся социальные объекты, школы, детские сады, объекты культуры, объекты спорта, улучшается инфраструктура. Ну и, конечно же, вносится вклад в сохранение нашей истории и передача ее от поколения в поколение нашим будущим поколениям. Спасибо большое, Сергей Васильевич, за познавательную, интересную беседу, за то, что ответили на наши вопросы. Мы со зрителями телеканала «Фикутия-24» и НВК «Саха» желаем вам удачи в работе, всем школьникам и студентам успехов в учебе, учителям благодарных учеников, родителям, чтобы ваши дети вас радовали хорошими оценками и успехами в школе. Ну вот мы сегодня поговорили в основном о школе. Думаю, что другие темы мы затронем как-нибудь в следующий раз. А на этом выпуск программы «Якутия Лайф» подошел к концу. Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.